Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В эти дни в Якутии с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Вначале гость прилетел в город Нерюнгри, посетил Алдан, затем на автотранспорте добрался до столицы республики. И сегодня гость нашей студии Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Я вас. Вы, как опытный экономист, поделитесь, пожалуйста, чего нам, россиянам, и в том числе якутянам, ждать от экономики в ближайшее время? Ну, про то, что в экономике все очень сложно и все очень плохо, я думаю, вы знаете намного лучше меня на примере своей жизни. Проблема следующая. Во-первых, мир распадается на части. И когда мы говорим, вот, все нас, там, Запад нас не любит, Запад на нас нападает, это часть распада мира, к сожалению. И в этом мире, который распадется на макрорегионы, нужно будет выгрызть, во-первых, свой кусок и его осваивать и развивать. И, во-вторых, это совершенно другая экономическая политика. Во-первых, грубо говоря, с развала Советского Союза социально-экономическая политика сводилась к разграблению России. Разграбление России, вывод награбленного в фешенебельные страны, легализация там в качестве личных богатств. Вывозить некуда и вывозить нечего, потому что советское наследство закончилось его разграбление в 18 году, дальше уже нечего, потому что когда пенсионный возраст повысили, то это уже прямая переработка людей в яхты-олигархов, уже прямая. То есть все, дальше это невозможно, потому что ресурс этой модели исчерпан. В дополнение к этому Запад объявил нам войну на уничтожение, объявил в конце 2013 года, мы это поняли в 2022, но, слава богу, до некоторых дошло. До некоторых до сих пор не дошло. И вся наша социально-экономическая политика, за редкими исключениями, ориентирована по-прежнему на вывод денег из страны, на сохранение России как экономической колонии, которая вывозит сырье, а ввозит продукцию его переработки, оставляя всю прибыль. Ну, импортозамещение свелось к тому, что, господа, значит, западный импорт мы замещаем на импорт восточный. То есть, как бы, пытаются сменить метрополию, но не более того. Это невозможно. Когда эта экономическая политика, политика вывоза денег из страны, вывоза сырья из страны, политика разграбления, поощрения финансовых спекуляций сменится политикой производства, стимулирования промышленности, стимулирования производства добавленной стоимости, тогда даже в самых ужасных внешних обстоятельствах у нас произойдет резкое улучшение экономического положения и социального положения. Вы с Федотом Семеновичем Тумусовым прилетели в Нерюнгри, посетили город Алдан и автотранспортом доехали до Якутска. На пароме переплыли нашу великую реку Лену. Каково ваше мнение по поводу строительства моста через Лену? Понимаете, у вас случилась революция, возможно, не все ее заметили, у вас есть дорога. Но вот мы доехали, если чистого времени, даже со всеми остановками, со всеми попьем чаю, посмотрим на красивый пейзаж, выйдем на перевале. Это заняло 8 часов. 8. Когда мой знакомый один лет 10 назад эту трассу проехал за 23 часа, ему просто не поверили. Ему сказали, это неправда, так не бывает. Когда федеральная трасса Лена представляла собой ледяной желоб, и нужно было вот так вот доехать, заехать на край, потом соскользнуть вот так вот к центру, и еще раз заехать на край, соскользнуть вперед. И если вы съезжали до самого низа, вы там застревали, в том числе летом. Ну, летом льда, естественно, не было, но там не было дороги, там было направление. Сейчас дорога есть от Нерюнгри до Алдана 2 ремонта, и они в этом году закончатся от Алдана до Якутска. 1 ремонт и 1 большой ремонт. Ну, там мостики отсыпаны гравием, потому что еще не все усилия. Простите, это большой, хороший федеральный проект, но если раньше было направление можно обслуживать паромами, катерками. Простите, если у вас есть дорога, то у дороги должен быть мост. Причем даже с учетом всех завышений стоимости и всего-всего, цена этого моста вполне приемлема для российского бюджета, где без движения валяется до сих пор более 10 триллионов рублей. Они не расходуются на нужды страны, они не расходуются на то, чтобы приносить прибыль бизнесу и налоги в бюджет, они просто валяются мертвым грузом. Это даже не заначка, потому что заначка такой величины превращается в камень на шее. К сожалению, мост необходим, но это вопрос эффективности региональных властей.
выбьют они или не выбьют, при том, что ресурсы есть. Есть проблема инженерная, потому что это безумно сложно с инженерной точки зрения. И когда говорят, вот мы в проект закопали 3 триллиона рублей, ну, слушайте, я могу в землю закопать 3 триллиона рублей, но это не значит, что задача будет решена. Это очень сложная инженерная задача. Но если ее можно решить с инженерной точки зрения, а после Крымского моста я верю, что инженеры это сделают, потому что Крымский мост нельзя было построить теоретически. Его даже немцы, так сказать, построили в совершенно другом виде, потому что там действительно грязевые вулканы. Но в вечной мерзлоте это намного сложнее. Да? Если инженерная часть задачи решена, то все финансы упираются даже не в политику, а в административную энергию, в желание. Ну и, конечно, не можем не затронуть вопрос, касающийся проведения специальной военной операции. Этот вопрос волнует каждого жителя нашей страны. Вот когда закончится СВО, на ваш взгляд? Когда мы ее на западных границах Украины, освобожденной от фашизма, закончим, тогда и закончится. К сожалению, вот та система управления, которая у нас сложилась, она сложилась не только в экономике, которая была ориентирована на разграбление данной территории. И эта система управления, с моей точки зрения, нуждается в коренном оздоровлении. Потому что когда все новости сводятся к тому, а будет ли украинское наступление, или так сказать, и когда оно будет, и каким оно будет, и куда оно будет, и будет ли оно вообще, и когда граждане страны последние отдают на покупку всего самого необходимого из гражданской части амуниции, уже изнемогают под этим бременем. Просто люди все отдали, потом еще раз отдали все, потом еще раз отдали все, и жить-то как? Вот, необходимо, с моей точки зрения, коренное повышение эффективности управления. Вот я встречался с ветеранами специальной военной операции. Знаете, меня вообще в Якутии потрясло, что люди не говорят о себе в принципе. Обычно в регион приезжаешь, вот у меня вот это, у меня вот это. Они говорят только о системных проблемах. Они говорят только о проблемах, грубо говоря, проблемах страны. Да? Даже о мосте говорят там, во вторую, в третью очередь, потому что мост — это собственная якутская проблема, по крайней мере, так воспринимается. Вот оздоровление системы управления, разворот ее в экономике с финансовых спекуляций на развитие промышленности и технологий даст тот необходимый ресурс, который просто решит проблему. Мы знаем, что вы уже несколько дней здесь, и якутяне, которые следят за вашей работой, обращаются к вам с просьбами. Вот. Какие проблемы якутяне уже успели озвучить? И какие вопросы вы считаете наиболее острыми? Проблемы в Якутии, которые я считаю наиболее острыми, это, во-первых, тарифы. Причем разговору про объективные проблемы вот не надо. Пожалуйста, разрушили единую энергосистему страны, а потом стали рассуждать про объективные проблемы. То есть ручками создали проблемы, потом назвали их объективными и расслабились. Нужно восстанавливать единый управленческое единство единой технологической системы, потому что энергетика разрублена на части, срослась очень криво, если вообще срослась. Ограничивать произвол монополий. Дальше необходимо развивать сопутствующее производство везде, где это можно, стимулировать это всеми силами. Сидит такой директор ГРЭС и говорит, а вы знаете, такие-то проблемы, на газ нас не переводят, потому что «Газпром» монополист. А я спрашиваю, а у вас теплички-то есть? Ну, ГРЭС — это же выброс тепла, а это не профильный актив. И, значит, пластиковые овощи таскаем из Китая. Молодцы. Вот. А вторая проблема — это, ну, если коротко, это то, что налоги платятся не по месту производства, а по месту регистрации компании. Этого быть не должно, потому что это реально убивает Россию. Теме 20 лет, я надеюсь, что мы ее все-таки решим. Потому что налоги должны оставаться в большей степени на территории, где стоит производство. Не все, конечно, потому что у нас очень разная страна, где-то просто все уничтожено. Придется датировать. Но не до такой степени, как сейчас, когда все забирается, потом по зернышку в клювику раздается. Если клювик не замечен, значит не раздается. Дальше. Это еще и иждивенчество стимулирует и ведет к кадровой катастрофе у губернаторов. Дальше. Крупные корпорации ведут себя здесь, как будто здесь вокруг них пустота. Свои поселки, чуть не свои дороги. Простите, пожалуйста, так не должно быть. И это решается, опять-таки, нормализацией налоговой системы. Дальше региональная авиация. 10 лет уничтожали гражданскую авиацию. Гражданское авиастроение, человек, который этим занимался, значит, получил повышение. Теперь якобы возрождает гражданское авиастроение. Расскажите сказочки кому-нибудь еще эти.
Вот. И понятно, что необходимо, у вас датируются, конечно, полярные перелеты, но они должны датироваться в большем размере. Это должно быть более системный подход, необходимо восстановление аэродромов, необходимо, в конце концов, и сейчас можно закупать ближнемагистральные самолеты. Да, это будет сложно, да, это будет через четвертые руки и дорого, но это возможно. И нужно развивать свое производство, потому что без этого мы просто никуда. Ну, вот в последние годы, да, на слуху такое понятие, как устойчивое развитие, да, например, экономики в Арктике. Вот, насколько такая модель эффективна, как вы считаете? Смысл? Природу нужно беречь. Ставить производство так, что уничтожать среду обитания, получать зарплату и задыхаться при этом, а потом не получать зарплату, а получать пенсию, на которую нельзя жить, и тем более при этом задыхаться, это неправильно. Современные технологии, вот, без всякого этого зеленого мошенничества, позволяют обеспечивать нормальное гармоничное развитие. Они недорогие в своей разумной части. Да? Когда там корова пасется на помойке, потом дает бешеное молочко, которое, значит, местные алкоголики потребляют с удовольствием вместо основного продукта, простите, это быть не должно. Да? Полигоны должны быть закрытыми, должны контролироваться, должны обрабатываться. Но в целом это проблема государственного желания. И эта проблема, опять-таки, если вы живете, чтобы все вывести из страны и потом уехать самим, вы природу уничтожаете. Если вы живете, чтобы здесь продолжать жить, будь вы последний мошенник, вы природу бережете. Михаил Геннадьевич, вы активный пользователь соцсетей и уже несколько своих публикаций посвятили Якутии, вот в частности Якутску. Вот что вы уже успели посетить за эти дни? Насколько мне известно, вы не в первый раз в Якутии, может быть, у вас есть любимые места? В основном второй дом правительства я посетил на разного рода переговорах. Вот. Ну а так все туристические места, ну некоторые туристические места, понятно, по набережной прогулялся. Старый квартал, который Старый город. Старый город, ну да, я его с краешку обошел, поэтому мне кварталом показался. Вот, краеведческий музей, художественную галерею совершенно потрясающую, сказать, царство подземное, царство вечной мерзлоты. Ну вот, сокровища Якутии вот только что посмотрел, от вас поеду смотреть сокровища Якутска, это 17-й квартал ваш, знаменитый. Что ж, Михаил Геннадьевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей страны. Спасибо огромное, вам тоже. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.